10 тысяч долларов за национальную шапку. Якутянин выставил на продажу уникальный головной убор. Единый день голосования. Когда смогут выбрать своих кандидатов жители труднодоступных и отдаленных местностей, полярники и оленеводы. Всемирный день бездомных животных. Повод обратить внимание на бродячих собак, что подготовили в Мирном для четвероногих. Это новости в прямом эфире, в студии Юлия Великодная. 10 тысяч долларов за национальный якутский головной убор. Якутянин Владимир Амосов выставил на продажу уникальную мужскую шапку, выполненную в традиционном стиле народа Саха. Необычный материал, головной убор, связан из шерсти мамонта и снабжен сертификатом подлинности. Оригинальным изделием заинтересовались многие мировые СМИ. Отмечу, что изготовление и продажа шапки из мамонтовой шерсти не преследуется законом. О том, как пришла идея создать из реликтовой шерсти головной убор, нашему каналу рассказал его владелец. Очень колючая. Ну, друг, короче, шерсть привез с Усьяны, с казачьей. Ну вот, вместе подумали, они, шапку сделают. А что валяться-то? А у него тоже заранее была идея шапку делать. Ну, я там подключился вместе, я профинансировал шапку, бабушки пошли. Она жалуется, что шерсть короткая, на крючок не сядет. Ну, короткая шерсть, чем вот это конский волос, из конского волоса. Семейная реликвия, как бы, и решил, что бы не продать-то. Жители труднодоступных и отдаленных местностей, а также полярники и оленеводы смогут голосовать досрочно уже с 19 августа. Напомним, в этом году выборы как никогда насыщенные. Главное, что решится 9 сентября, кто возглавит регион на ближайшие 5 лет. Якутянам нового главу предстоит выбрать из 4 кандидатов: Айсена Николаева, Виктора Губарева, Владимира Богданова и Гаврила Парахина. Как сообщает ЦИК Республики, также в единый день голосования состоятся выборы народных депутатов Якутии 6-го созыва. Также на главной странице сайта Центра избиркома появилась ссылка на новый сервис, который позволяет избирательным комиссиям, сотрудникам МФЦ и гражданам проверить, подавал тот или иной избиратель заявление для голосования по месту фактического нахождения в день выборов. Федеральный бюджет направит 24 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья в Якутии. Как сообщили в республиканской пресс-службе главы правительства, софинансирование из республиканского бюджета составит 1%. Таким образом, все мероприятия по переселению пройдут с уровнем софинансирования 99% федеральных средств. Отмечу, вопрос финансирования программы по расселению аварийного жилья поднял руководитель региона Айсен Николаев на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Зампред правительства Якутии провел заседание по вопросам завершения строительства проблемных объектов на территории республики. В доме по улице Чайковского, 117/3 решено с представителями подрядных организаций детально обсудить проблемные вопросы. По 3 домам «Семир» в 16-м квартале можно пойти по пути создания жилищного кооператива, поскольку перспектива найти нового застройщика имеется, отметил Игорь Никифоров. Рабочей группой обсуждены перспективы достройки объектов Черов и К. Напомню, что прорабатывается решение о разворачивании масштабного инвестиционного проекта и смене застройщика. В данное время ведется работа по разработке дорожных карт по 2 объектам «Монолитстрой» по улице Автодорожная. Первый крупнейший форум в Якутии для технических специальностей. В столице республики стартовал 2-й межрегиональный форум IT и кибербезопасности «Айсберг». В мероприятии принимают участие более 200 специалистов из Якутии и 30 экспертов международного уровня. Это такие компании, как Ростелеком, Huawei, Epson и другие. Участники и эксперты форума обсуждают развитие технологических тенденций IT и кибербезопасности, практические проблемы и пути их решения в экономически важных отраслях здравоохранения, образования, в органах власти и бизнесе. К нам приехало очень много гостей из Дальнего Востока, с Москвы, Санкт-Петербурга. Это специалисты в своей области, мы их называем экспертами. Они будут делиться своим жизненным опытом внедрения проектов по IT и кибербезопасности. Форум посвящен у нас в рамках развития цифровой экономики. Соответственно, все тематики внутренние направлены на накопление данных специалистами, чтобы развивать нашу экономику. В данном случае технологии какие-то помогают.
Ко Всемирному дню бездомных животных приурочили благотворительную акцию «Помоги пушистому другу». В столице Алмазного края проблема безнадзорных животных решается частично. Так говорят волонтеры Общества защиты животных. За полгода отловлено 144 бродячие собаки, продолжит Марфа Яковлева. Пункт передержки безнадзорных животных. Здесь порядка 20 вольеров и нет ни одного пустого. Волонтеры Общества защиты животных говорят, пытаемся решить эту проблему, пусть пока и медленно. Проблема, конечно, частично решается сейчас при помощи пункта передержки. А вообще решить, но это, наверное, достучаться в первую очередь до разума местных жителей. Люди почему-то у нас ошибочно считают, что стерилизовать животное – это негуманно, а выкинуть маленьких щенят или котят куда-то в подъезд на верную смерть, особенно в зимний период времени, в холод – это, наверное, гуманно. С момента открытия пункта около 30 взрослых собак и щенков удалось пристроить к новым хозяевам. Здесь же их лечат, стерилизуют или кастрируют, но животных тут держат только 10 дней. В феврале этого года администрация города заключила договор с организацией «Смаид» на отлов бездомных животных. Так за полгода поймали 144 собаки. Бродячими считают всех животных без сопровождения владельца, намордника и поводка. Организация, которая нанята по отлову, человек, он не может определить, конечно же, что это за животное. Оно хозяйское или оно без хозяина. Поэтому задача поставлена четко – убирать всех животных с территории города. Поэтому я и призываю граждан не выпускать домашних животных за пределы своей ограды без присмотра. Смотрели бездомной собаке в глаза. Вы когда-нибудь видели столько печали? Такие грустные глаза встречали всех мирнинцев на первой благотворительной акции «Помоги пушистому другу». Ее на днях организовали волонтеры. Здесь принимали любую помощь, которая могла бы пригодиться пункту передержки. Жители несли корм, игрушки, а некоторые помогли и материально. За время акции удалось собрать 33 тысячи рублей. Давно назревшая уже необходимость такие акции проводить. Желательно, чтобы они проводились ежегодно. Наверное, люди будут по-другому относиться, и меньше будет у нас бездомных собак. С одной стороны, есть помощь, которой можно помочь, накормить собак, купить что-то. Администрация города планирует заложить в смету затрат денежные средства на приобретение дополнительных вольеров в пункт передержки. Ну а со слов волонтеров, их главная мечта – это приют в городе, где все брошенные животные найдут свой дом. Марфа Яковлева, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Земляника, смородина, брусника – это не только витамины, но и дополнительный доход населения. Если в прошлом году в республике было заготовлено около 180 тонн дикоросов, то в этом планируется более 200. Заготовкой и сбытом в основном занимаются компания «Ягоды Якутии» и ФПК «Якутия». Также работа ведется в Амгинском, Усть-Салданском, Намском и Хангаласском районах. Килограмм брусники принимают за 150-200 рублей, голубику за 250. Сейчас в республике стоит задача развития сбыта и заготовки дикоросов. Для этого разрабатывается новый механизм. Первая схема – это привлечь студентов Якутской сельхозакадемии для сбора дикоросов. Второе – это отработать схему заготовки через систему заготовительных пунктов, которые у нас есть, да, по молоку. И третье – это отработать систему заготовки через глав муниципальных образований, да, по заготовке дикоросов. Ну, мы в этом году планируем собрать более 200 тонн. Для сравнения, в прошлом году было собрано всего по республике на промышленную переработку 180 тонн. 15 августа 1990 года не стало легендарного музыканта Виктора Цоя. Ему было 28 лет. В день памяти артиста и кумира многих на площади Матери в Якутске состоялся бесплатный концерт. Продолжит Саргалана Захарова. Концерт памяти легендарного певца Виктора Цоя на сквере Матери собрал сотни любителей и поклонников его творчества. Концерт начался еще в 20 часов. Здесь собралось уже немало народу. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Его песни честные, прямые, душа его поет. Это мне нравится. Песни душевные, хорошие, ну как-то жизненно такие. Ну, его нет уже, но все равно его песни существуют.
слушают люди. Солнце светит и растет трава, но тебе она не нужна. Не первый раз это проходит, а именно в сквере Матери, потому что проходит на центральных площадях, а в Сайсарах давно таких мероприятий не проводилось, больших, городских. И, наверное, такая большая площадь красивая, она должна, наверное, принимать такие большие мероприятия. Цой жив, и доказательством тому, то, что здесь встретились представители самых разных поколений. Это те люди, которые слушали его песни еще при его жизни и мечтали попасть на его живые концерты. И те, кто впервые услышал на знаменитые хиты Цоя только через интернет. Ну, это, наверное, передает бунтарство молодежи. Всем хочется немножко быть таким неформальным. Но его песни вечные, хиты же, и они никогда не забудут, скорее всего. У меня дети все музыки вообще любят музыку, и Цой всегда популярен был очень. У меня просто отец с детства эти песни слушал. Он когда в молодости был в Красноярске учился, там его тоже на концерте был, рассказывал, как это было. Ну, это песни моей молодости. Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. «Моя душа в моих песнях», — говорил певец-легенда. А значит, пока люди поют его песни, пока передают их из поколения в поколение, Цой жив. Саргалана Захарова, Джулсан Иннокентьев, Якутск. И в завершении выпуска в зоопарке города Мельбурн, штата Флорида, родился детеныш сулавесские бабирусы. Поросенка назвали Ява, рассказывает Артем Сторонов. Детеныш редкой свиньи сулавесской бабирусы появился на свет в зоопарке города Мельбурн, штат Флорида. В понедельник новорожденного впервые запечатлели на камеру. Поросенка назвали Ява. У двухлетней самки по кличке Пигги и ее ровесника Меру это первый детеныш. Кроме того, это первый случай размножения свиней этого вида в зоопарке Мельбурна. Сулавесские бабирусы, как следует из названия, обитают на индонезийском Сулавеси и нескольких соседних островах. Вид считается уязвимым из-за охоты и сокращения ареала обитания. По словам смотрителей, Ява на несколько недель останется в скрытом от глаз помещении, после чего предстанет перед посетителями зоопарка. На этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.